В эфире новости спорта, в студии Ольга Башук. Здравствуйте. Сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3-2 в первом матче третьего этапа Евротура шведских хоккейных игр. В составе российской сборной 2 шайбы забросил Илья Михеев. Победный буллит на счету Дмитрия Кагарлицкого. У команды Финляндии отличились Ника Аймяяки и Мика Лехтонен. В общей турнирной таблице Еврохоккей-тура сборная России занимает первое место, набрав 16 очков. Команда Финляндии идет на втором месте, имея в активе 11 очков. В следующем матче российские хоккеисты сыграют со сборной Швеции, а финны встретятся с хоккеистами из Чехии. Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме. Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над датчанкой Карен Борисцей во второй игре матча Кубка Федерации. Встреча завершилась со счетом 6-0, 6-4 в пользу россиянки. Общий счет противостояния до 2 побед стал 2-0 в пользу команды России. Российские теннисистки обеспечили себе победу в противостоянии с командой Дании. В среду сборная России обыграла команду Польши со счетом 2-1. Таким образом, российская команда, которая выступает в первой группе зоны Европа-Африка, стала победителем своей подгруппы и сыграет за право бороться за выход во вторую мировую группу Кубка Федерации против победителя другой подгруппы, в которой находятся команды Украины, Эстонии, Болгарии и Швеции. А на зимние игры «Дети Азии» приехали почти все участники. Представители южных стран приехали немного раньше остальных. Им потребовалось больше времени, чтобы адаптироваться к суровому северному климату. Подробнее в сюжете с Аргыланы Захаровой. Вместо палящего южного солнца морозный ветер в лицо, вместо легких футболок теплые куртки. Непальская делегация прибыла в Южно-Сахалинск еще 5 января, чтобы как следует адаптироваться к суровому климату. Юные спортсмены не только впервые увидели снег, но и лыжи. Чтобы принять участие в гонках, они начали усердно тренироваться. Каков результат трехнедельного лыжного ликбеза, покажут старты. Абхишек в родном Непале занимается футболом, бегом и танцами. Лыжи даются ему нелегко. Спортсмен признается, что первое время очень нервничал, боялся. Выступать новичку придется наравне с опытными лыжниками. Меж тем прогресс очевиден. Я очень нервничал сперва, потому что это большие соревнования. Но сейчас я уже успокоился. Мои навыки стали лучше, и я уже хорошо езжу на лыжах. На отдых времени у команд нет. Прилет, размещение, процедура аккредитации. Далее знакомство со спортивными объектами и тренировки. При этом еще нужно справиться с акклиматизацией и влиться в насыщенный график соревнований всего за пару дней. Для многих спортсменов вокруг все нового. Настоящий снег и морозы, северное солнце и переменчивая погода. Но уже завтра, когда начнутся первые старты, им некогда будет сетовать на особенности русской зимы. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев. «Дети Азии», Сахалин. Во время зимних спортивных игр «Дети Азии» скучно точно не будет. Помимо насыщенной программы спортивных соревнований, всех жителей и гостей Южно-Сахалинска будут ждать различные культурные и развлекательные мероприятия от организаторов. Концерты и дискотека на открытом воздухе с участием артистов как Сахалина, так и российских звезд. И многое другое. У нас будет расположена зона отдыха, где люди могут прийти посмотреть прямую трансляцию игр. Вот. Также они могут поиграть в настольные игры интересные. У нас будет стоять, турнир будет проходить по настольным играм, это Sony PlayStation. Вот. Конечно, за призы от дирекции игр «Дети Азии». Также у нас будет стоять экспозиция, это факел эстафеты огня, который прошел через весь остров. Вот, с ним можно будет пофотографироваться, узнать поподробнее информацию. Там будет представитель, вот, расскажет все. Также будет проходить каждый день концерты. Стало известно, какие медали получат участники спортивных игр «Дети Азии». Всего выпущен 91 комплект медалей. Высшие награды победителям соревнований начнут вручать со второго дня соревновательного. Церемонии будут проходить на главной площади столицы, которая на время игр преобразится в культурный парк. К слову, дизайн медалей основан на мотивах украшений айнов, народа, проживающего в Сахалинской области. Эти медали, я уверен, будут являться началом для молодых олимпийцев. И уверен, что эти медали будут храниться наравне с олимпийскими медалями. Это были новости спорта. Мы следим за развитием событий.